Здравствуйте, в эфире новостная служба Центральноазиатского телевидения. В студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Перестрелка со смертельным исходом на таджикско-киргизской границе. Показания сторон разнятся. Зэки российского города Невьянска устроили акцию неповиновения из-за подозрительной смерти кыргызстанца. В столице Финляндии таджикская оппозиция устроила митинг обращения к международным организациям. Российские археологи под дном Иссык-Куля ищут столицу древнего киргизского княжества. Вход только по паспорту. Социальные сети строго запрещены. Интересные подробности пользования туркменами городскими интернет-кафе. На киргизско-таджикской границе в районе Исфары произошла очередная перестрелка между пограничниками. Ее итогом стала смерть 18-летнего гражданина Таджикистана и, по некоторым данным, ранение таджикистанского военнослужащего. Показания сторон о том, что произошло и кто виноват, естественно, разнятся. Согласно официальному комментарию пресс-службы погранвойск Кыргызстана, инцидент произошел из-за хулиганства таджикских жителей. Кыргызский пограничник заметил 6 таджикистанцев, которые на несогласованном участке перешли госграницу и забрасывали камнями автомашины, принадлежащие киргизам. На требования военных сопредельного государства хулиганы не ответили, только начали бросать камни и в сторону пограничников. В это время подоспели таджикские пограничники, которым было предложено урезонить своих граждан. Однако, как сообщает киргизская сторона, таджикистанцы набросились на военных Кыргызстана и попытались отобрать оружие. С каждой стороны прозвучало по выстрелу, одна пуля попала в гражданина Таджикистана. По неофициальным данным таджикской стороны, которые приводит радио Зоди, один гражданин этой страны погиб, другой военнослужащий ранен. Конфликт же произошел тогда, когда жители таджикского села собирались попасть из села Лангар в село Чоркух, которое с 3 сторон окружено киргизской территорией. Машина таджикистанцев была остановлена киргизскими пограничниками, которые не разрешили им проехать. Возник конфликт, словесная перепалка перетекла в рукопашную схватку, в результате которой киргизская сторона открыла огонь по гражданам Таджикистана. Позднее стало известно, что таджикистанцы остались недовольны исходом конфликта, и в месте погребения убитого собралось около сотни разъяренных местных. Сейчас к месту, где произошел инцидент, подтянуты дополнительные силы милиции. Силовики переведены на усиленный вариант несения службы, а военные ведут переговоры. Между тем, пресс-служба погранвойск Таджикистана в очередной раз показала свою несостоятельность. Пока их киргизские коллеги разъясняли свою версию произошедшего, всю информацию с таджикской стороны можно было получить только из неофициальных источников. Накануне в столице Финляндии, Хельсинки, Конгресс конструктивных сил Таджикистана, куда входят оппозиционные движения Ватандор, Группа 24 и Молодежь за возрождение Таджикистана, провели пикет с требованием к международным организациям обратить внимание на ситуацию внутри республики, а также помочь в освобождении задержанных в России 14 активистов несистемной оппозиции Таджикистана. Подробности произошедшего накануне митинга рассказывает член Группы 24 Сулаймон Давлатов. Целью нашего пикета является отставка президента и правительства Республики Таджикистан. Также мы вышли в поддержку политзаключенных и простого народа, который страдает от диктатуры сегодняшнего режима в Таджикистане. Президент показал и доказал, что он не в состоянии управлять страной. Кроме того, целью является и демонстрация европейскому сообществу то, что все отчеты о правах человека, исходящие из уст правительства Таджикистана, являются полной ложью. И как раз накануне Федеральная миграционная служба России отказала в предоставлении политического убежища одному из активистов неформальной организации «Молодежь за возрождение Таджикистана» Сахибназару Абдуназарову, который обвиняется таджикскими властями в создании якобы экстремистской организации и сотрудничестве с запрещенным в республике оппозиционным движением «Группа 24». В сентябре прошлого года его организация провела в нескольких российских городах акции протеста против правительства Таджикистана, а уже в октябре он был объявлен международный розыск. 23 июля завершится срок его предварительного ареста, после чего он, вероятнее всего, будет этапирован в Таджикистан. При этом Абдуназаров уже не является гражданином Таджикистана, так как отказался от подданства этой республики, хотя и не принял иного гражданства. Он сам утверждает, что никоим образом не связан с группой 24, преследуемой на родине. Его же движение зарегистрировано в России и никак не может преследоваться органами Таджикистана.
Абдуназаров уже не первый оппозиционер из Таджикистана, задержанный в России. Как минимум еще 5 человек арестованы в Москве и несколько в Новосибирске и Самаре. Большинство из них, несмотря на протесты, ждет экстрадиция в Таджикистан. О том, действительно ли Абдуназаров состоял в членстве оппозиционного движения и какие меры намерены предпринять лидеры группы 24 для воспрепятствования экстрадиции Абдуназарова в Таджикистан, рассказал нам оппозиционер Шарафиддин Гадоев. من قبلا هم با این شخصیت شناس بودم و Я знаком с Абдуназаровым и знаю его как свободолюбивого человека. Он являлся членом молодежной организации «Молодежь за возрождение Таджикистана» и вместе с Максудом Ибрагимовым проводил разного рода встречи на территории Российской Федерации. Мы знаем, что жизни Абдуназарова грозит большая опасность в случае его экстрадиции в Таджикистан. В рамках устава ООН и обязательств, которые Россия взяла на себя, она не должна экстрадировать лица, которые преследуются по политическим мотивам. Мы со своей стороны будем обращаться во все компетентные международные организации с просьбой предотвратить экстрадицию Абдуназарова. И в продолжение темы борьбы центральноазиатских властей с инакомыслием. Журналистам узбекского радио «Озодлих» стало известно о том, что политзаключенного Акзама Фармонова после его обращения к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну продолжают истязать в узбекистанской тюрьме. Жена, посетившая его накануне, рассказала, что муж сильно похудел и признался, что больше не хочет жить. Перед приездом Пан Ги Муна в Узбекистан бывший правозащитник Фармонов обратился к нему с просьбой защитить от беззакония режима Ислама Каримова и многочисленных пыток и истязаний. Однако, по некоторым данным, на встрече Ислама Каримова и Пан Ги Муна разговор об Акзаме Фармонове так не зашел. Далее коротко о новостях в Центральной Азии. За один день в реках и озерах Таджикистана утонули 9 человек, 7 несовершеннолетних и 2 взрослых. МВД просит населения быть осторожными во время купания и не оставлять без присмотра у воды маленьких детей. В Кабуле прошли митинги против отмены смертных приговоров для 4 мужчин, осужденных за причастность к убийству в Кабуле 27-летней Фархунды Маликзад, несправедливо обвиненной в сожжении Корана. Протестующие несли плакаты с фотографиями Фархунды, которая была растерзана беснующейся толпой. На прошлой неделе апелляционный суд заменил смертную казнь на тюремные сроки для убийц. Это вызвало волну критики. Активисты встретились с президентом Ашрафом Гани, однако он отказался вмешиваться в процесс, сославшись на Конституцию. В Ташкентской области людей, вернувшихся с заработков из-за границы, заставляют принудительно пройти медосмотр, где они сдают анализ, в том числе на ВИЧ-инфекцию. Перед прохождением медосмотра каждый житель в обязательном порядке должен пройти беседу в милицейском участке. По итогам 5 месяцев этого года сумма переводов трудовых мигрантов упала более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил премьер-министр Кыргызстана Тимир Сариев, комментируя вопрос о возможной дестабилизации экономической ситуации в стране. В Таджикистане судьи за последние 6 месяцев рассмотрели более 66 тысяч различных дел, то есть каждый судья в среднем рассмотрел 155 дел. С учетом дополнительной нагрузки ожидается, что штат судей и секретарей судов страны будет увеличен на 49 человек. В Ташкенте в Государственном музее истории закрыли экспозицию советского периода. По официальной версии, на ремонт. Ранее эта экспозиция подводила посетителей к истории правления Ислама Каримова, рассказ о котором начинался фреской с Каримовым в центре Вселенной, окруженным всеми великими предками узбекского народа. При подозрительных обстоятельствах в колонии строгого режима российского города Невьянска умер заключенный кыргызстанец. Следственный комитет России начал проверку фактов смерти зэка только после того, как порядка 400 заключенных не вышли в столовую для приема пищи, устроив тем самым акцию протеста. Кыргызстанец находился в колонии строгого режима с 2012 года, отбывая наказание за разбой, сообщает Азатык. По данным следствия, 3 июля у него по неизвестной причине ухудшилось здоровье, когда он находился в штрафном изоляторе. 4 июля его срочно госпитализировали в городскую больницу, где в тот же день он скончался. И смерть заключенного осталась бы одним из рутинных событий, повлекшим за собой лишь похоронное письмо его родне в Киргизию, если бы не акция неповиновения остальных зэков тюрьмы. Уже на следующий день более 400 заключенных не вышли на завтрак, а после и на обед с ужином. В колонию была вынуждена приехать высокая комиссия из области, а после делом занялся Следственный комитет России. Вчера заключенные передали следствию фамилию сотрудников колонии, которые зашли в штрафной изолятор и после которых из него вынесли почти безжизненное тело кыргызстанца.
Уже сегодня стало известно, что начальник колонии и его заместители отстранены от несения службы, а по факту смерти киргизского зэка возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». О том, какое участие в расследовании смерти своего гражданина приняло Генеральное консульство Кыргызстана в Екатеринбурге и что было установлено дипломатами, нам рассказал Азат Бериналиев, атташе Генерального консульства. Сотрудник Генерального консульства в тот же день выехал в ИК-46 город Невьянск. Также в колонию для разбирательства в инциденте прибыли начальник ГУФСИН по Свердловской области, уполномоченный по правам человека и прокурор области. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям 111, часть 4, нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, и статья 286, часть 3, превышение должностных полномочий. Кроме того, 6 июля сотрудникам Генконсульства были проведены встречи с начальником Следственного управления области и прокурором области господином Махлопковым и Задориным. На встрече российская сторона заверила, что ими будут предприняты все меры для проведения объективного расследования и привлечения к ответственности виновников инцидента. Начальник и заместитель начальника колонии к настоящему времени отстранены от занимаемых должностей. По последней информации, начальник колонии взят под стражу. Оказывается, для того, чтобы посетить в Туркмении интернет-кафе, нужно не только предъявить паспорт, но и оставить его в залог администратору заведения. При этом пользоваться социальными сетями строго запрещено, и администратор имеет право прослеживать историю просмотров любого пользователя. Из статьи «Азатлык» следует, что в городе Балкан-Абад на 120 тысяч населения есть лишь одно интернет-кафе с 5 компьютерами. При этом стоимость выхода в сеть исчисляется не часовыми отрывками, как обычно, а 10-минутными. Каждый посетитель, прежде чем будет допущен к компьютеру, предъявляет паспорт. Все личные данные пользователя заносятся в специальный журнал, а документ сохраняется у администратора кафе до тех пор, пока клиент пользуется интернетом. Администратор интернет-кафе сразу предупреждает, что зайти в Facebook, в YouTube или другие социальные сети невозможно, так как доступ к ним заблокирован. Также администратор может подойти к столику посетителя и проконтролировать страницы, которые тот посещает. Бывали случаи, когда администратор требовал от пользователя закрыть нежелательную страницу. Археологи России и Кыргызстана приступили к совместному исследованию древней столицы Киргизского княжества на южном берегу озера Иссык-Куль. Некогда процветающий город теперь находится под 15-метровой толщей воды. Ученые ищут подтверждение тому, что в средние века на месте села Туурасуу находилась крупнейшая столица Киргизского княжества, о чем свидетельствуют некоторые письменные источники. Археологические находки помогут узнать, каким был уровень жизни киргизов, насколько были развиты ремесла, торговые связи, строительство того времени. В экспедиции на озере Иссык-Куль участвуют специалисты из Института археологии и этнографии Российской академии наук, Киргизско-Российского славянского университета и Киргизско-турецкого университета. Археологи намерены вскрыть несколько пластов, расположенных на глубине до 15 метров. Ожидается, что результатом работы станут свыше 3000 артефактов. Раскопки продлятся в течение месяца, затем археологические находки будут перевезены в Бишкек для описания, систематизации и детального изучения. Итоги сезона ученые подведут в октябре этого года. О том, что может скрываться под водами Иссык-Куля, рассказал историк и археолог Василий Плоских. Работы археологически активно в Кыргызстане ведутся не только на Иссык-Куле, по всему Кыргызстану. А под водами Иссык-Куля скрываются древние цивилизации, начиная от Андроновской, то есть это поздние арии, которые потом пошли, завоевали Иран и Индию и создали великую персидскую историю, и в племенах которых родился великий пророк Заратустра. И кончая поздним средневековьем. Это была новостная служба Центральноазиатского телеканала. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.